Туту да Воркуту. Все началось с того, что к нам в гости в Республику Коми приехала жительница Петрозаводска Ольга покорить Маньпупуньор. Это одно из 7 чудес России, которое находится в Республике Коми, Пуато Маньпупуньор. И мы как-то так совпало, что мы вместе поехали в этот тур, посмотрели камни. Ольга так впечатлилась. А потом оказалось, что у нее есть две мечты: посетить Магадан и Воркуту. Ну, я, как великолепный джентльмен, предложил свои услуги, что мы сможем съездить вместе с ней в Воркуту. Я могу показать места. Запланировали в итоге на середину июня нашу поездку. И я, чтобы попусту не мотаться, еще собрал группу людей из Республики Коми. И поехали с группой 9 человек. Это и моя жена, и мой сын Томас, которому только исполнилось 7 месяцев. Солнечная погода, любуюсь за окном природой Республики Коми. Деревья становятся все ниже и ниже. Завтра в 7 утра приезжаем в Воркуту. Там тундра уже, там лежит снег. Поэтому мне всегда интересно смотреть, как меняется природа. И едем-то мы все по одной республике, по Республике Коми. Все, кто тут живут, рекомендуют сходить в Лакомку, там поесть пирожное. Первый день в Воркуте я назову акклиматизация, потому что мы все приехали из лета в весну. В городском парке в Воркуте на пруду был еще лед, а во дворах сугробы. Группу я повел тихонько, маленьким темпом, до стадиона. Ведь Воркута – спортивный город, знаменит в основном замечательными пловцами. Например, Аркадий Ветчанин. В Воркуте также родился известный российский культурист Николай Ясиновский. Все блогеры, популярные блогеры на ютубе привыкли хаять Воркуту, снимать заброшки, а на самом деле Воркута очень красивый город. Мне нравится, я люблю Воркуту. И не в заброшках дело. Там есть места, которые развиваются. Новые детские площадки строятся. Здание Воркута Уголь. Мы находимся внутри, на 6-м этаже, в музее. Это музей Воркута Уголь. Тут по кругу находятся офисы. Каждый сотрудник может сюда выйти и насладиться чильной такой приятной музыкой от фонтана. Если у него, допустим, в офисе на работе перегруз, сюда выйти, вдохновиться. Нам еще именно удалось, мы с ребятами зашли и Максима Сергеевича встретили, это директор Воркута Угля, сфотографировались, сказали пару приятных слов. Я вам хочу показать отбойный молоток, которым набивают уголь. Например, вот этим отбойным молотком 5 ноября 1974 года была добыта 200-миллионная тонна Печорского каменно-угольного месторождения. Музей очень значим для Воркуты и для гостей, кто приезжает в Воркуту. Тут можно ознакомиться, насколько тяжелый труд шахтеров. Вы представляете, вот этот огромный отбойный молоток поднимать, им бурить. Вот это изначальный проект здания Воркута Уголь. 2 крыла эти не стали строить и построили только центральную часть, которая сейчас в Воркуте. Оля, ты вот с Петрозаводска прямо приехала к нам в республику, потом в Воркуту. Расскажи свои впечатления от 2-го дня пребывания в Воркуте. Я вообще в восторге в полном, потому что мне удалось залезть в квартиры, поковыряться в старых тетрадках, книжках, посмотреть планировку этих домов. Тут же целая улица, включите фантазию. Мне кажется, здесь было очень-очень красиво в свое время. Компания начала в прошлом году. Вот. Ну и как бы положительный отклик в соцсетях, конечно, от воркутинцев мы слышим. Вот, и понимаем, что эту работу тоже нужно делать, и она актуальна для нашего города. И, конечно, вот эти вот аварийные дома нужно убирать. Воркута Уголь принимает активное участие в преобразовании вида города. Согласитесь, это же некрасиво, когда целый заброшенный дом стоит посреди города. А лучше этот дом снести, и будет видно тундру, либо на соседний жилой дом. Взяли в аренду машину, чтобы было проще ехать по окрестностям Воркуты. Едем в сторону Уральских гор, возле Усинского водовода. Вот эта труба, это Усинский водовод.
В первую очередь нас уговаривали туда вообще не ехать. Сказали, там холодно, мороз, снег, 18 градусов. Куда вы едете, зачем? Все едут на юг, вы едете на север. Я сказала, это моя мечта побывать в самом северном городе нашей республики Коми. И не пожалела, потому что Генрих 20 июля, 20 числах едет в Воркуту. Обязательно посетите. Вы спрашивали, откуда в Воркуте вода? Мы находимся возле реки Уса, возле Усинской плотины. Именно отсюда Усинский водовод доставляет через трубу в Воркуту воду. Смотрите, как красивое место возле речки Скалы. Каждому рекомендую тут побывать. В последние годы с Усинским водоводом возникают проблемы, и это головная боль воркутинцев. Но градообразующее предприятие «Воркута-Уголь» старается украсить свой город и сделать его более комфортным. «Воркута-Уголь» сначала закупили теплые остановки за пределами города Воркуты, потом посмотрели, подумали и создали здесь, в Воркуте, на механическом заводе, свои остановки под цвет компании, брендированные остановки оранжевого цвета. Тут USB-порты, внутри можно зарядить телефоны, теплая остановка, когда в Воркуте минус 50, бушует метель. Тут в безопасности можно ждать, когда приедет автобус в поселок. Представляете, в тундре, где очень мало растительности, в центре города растут ели. Это ли не удивление? Да, установили горку. Смотри, в чем ее фишка? Это горка все сезоны. То есть тут можно кататься и зимой, и летом. То есть ватрушки обрабатывают специальным раствором, скатную основу тоже обрабатывают специальным раствором, что позволяет кататься и летом с этой горки. Я скажу, что это была очень интересная поездка, и нам повезло с погодой. Почему-то всегда Воркута встречает меня с идеальной, отличной погодой. На тот момент, когда мы ехали, в тундре еще лежал снег, хотя тут уже была вот такая зелень. А в тундре еще лежал снег, но пока мы ехали, снег растаял, вышло солнце и потеплело. Плюс 11 градусов. Для Воркуты это уже лето. Вот я вам показал в этом ролике, что делает Воркута-Уголь для города. Также там очень классные кафешки есть. Начиная от кафешек, где можно пообедать, заканчивая ресторанами. И вот я по этим местам тоже своих ребят повозил. И если вы захотите в Воркуту тоже поехать вместе со мной, то я объявляю снова набор группы. Друзья, я вас жду, оформляйте Google форму и поехали вместе со мной изучать наш Коми край. Пока.